Сегодня 23 июня, 25 год, 7:45 утро. Проснулся, а он вытащил вещички. Думаю, пусть просохнут на солнышке, прокалятся. То же самое со спальником. Ну, а я что, готовлю завтрак. Сейчас чайку попью. Горелочка моя. Ой, бензиновая. Ага. Так, потихоньку буду собираться. Ну что, ночь прошла вообще тихо, спокойно. Ни машин что-то я не слышал. Но они, правда, и ночью, наверное, ходили редко. Прям красота. Ни зверья, ни птиц. Что-то прям было тихо, хорошо. Ну и я уснул быстро. Вот. Ну что, это Кюэль сегодня. Это Кюэль. Надо бы доехать. Километров 70, наверное, где-то. Ну, самочувствие нормальное. Вроде ничего не болит. Хорошо. Ножки маленько побаливают чуть-чуть. Чуть-чуть. А так хорошо. Ну все, давай, готовлю. Ну, кстати, что на завтрак будет? На завтрак будет рис, пока он замачивается, пока чай греется. И половину колбасы надо доесть, остатки колбаски доесть, чтобы не воняло, как говорится, колбасой. Все, и останутся тушенки. Да, и надо чай попить. Что-то хочу сладкого. Сейчас прям. Да, сладкого похода хочется. Что-то очень много прям. Сильно. Погода замечательная. Ветра нет. Еще ни комаров нету. Он пару мух летает. Так нормально. Фу, вышел на дорогу. Что-то долго я собирался. Время без 20:11 доходит. Да, что-то прям долго-долго. То одно, то второе. Что-то с передыхом. С утра прям пить хотелось. Очень. Вот с этой полянки я и выхожу. Вот здесь было хорошо. Вот так. Вот. Вот отсюда. За березкой за той. Отлично. Комарья нету. Ну так, чуть летают. Прям замечательно. Мне понравилось. Ну а дорога вот такая. Она вот где укатана еще хорошо. Здесь мало ям. Ну а машины идут. Вот такая пылюка сейчас будет. Всю дорогу. Вон оно что. Ужас. Ладно. Что-то где-то искал баф, не нашел. Где-то лежит на дне сумки какой-то. В аптеку сейчас попробую. Если тут есть, конечно, в этой деревне аптека. Заехать, взять марлевую повязку. Несколько штук. Потому что ехать это невозможно. Весь серый. Дышать нечем. Мало того, нечем, что и не видно ничего. Так, ладненько. Ну, красиво, конечно, да. Красиво. Погнали. Да, это была
Харбала вторая. Иккис, Харбала. Иккис это вторая, значит, да? Вот. 500 метров проехал, 600 уже. Ага. Ну, а с той стороны вот что там. Запруда какая-то. Реченька. Так. Ну, что-то я сомневаюсь, что здесь аптека есть. Так и будем пылью дышать. Денек-то как точно. В этой кюэле надо что-то придумать. Или баф найти, или купить повязку, может респиратор взять. Короче, будем по ходу смотреть. Жарко, жарко. 26 в теньке. Прям жара. Это с утра. Ну-ка. 32. Ну да, это нас, ну где-то 30, к 30 ближе. 28, это я на солнце. Ну чё? Доехать, узнать, посмотреть, как живут в малых деревнях Якутска и Якутии. Да, ох ты, тормоза мои поскрипывают. Да, дорога, конечно, сказка. Что-то я забылся, что 21 век-то. Открыл телефон, посмотрел, связь есть. Все, есть аптека в Итыккюэле только. 63 километра пишет отсюда. Аптечный пункт там у них. Ну ладно, подышим якутским воздухом, пылью. Что есть, так и будем ехать. Ой, да, хорошо, что не доехал. Сейчас прокатился по ухабам. Что пишут? Сейчас буду учить этот якутский. Диолохтук ай-а-нан-нан. Счастливого пути. Ну еще по какому-то бон. Voyage. Ну это что, по-французски что ли? Voyage. Voyage, voyage. О, пылище. Вот. О, что нас ждет. Жесть. Так. Ну чё, я готов бороться с этой пылью. Погнали. Ладно, ветерок есть немножко, будет сдувать все. Вот встречаются такие памятники. Дорога небезопасна. А там вот Кандал. Вчера с Тимофеем говорил. Че, говорю, будут дальше строить? Он говорит, да нет, в этом году бюджета типа того нет, не дали. В следующем, наверное, будут строить дорогу дальше. Ну вон, кучки привозят какие-то. Что-то уже делается. Готовки. Может, действительно, в следующем году будет что-то строиться и дальше. Да и Итыккюэля хотя бы. Да, пусть плохенький, но асфальт был бы лучше, чем вот по этому ехать-то. Ну это я все еще по этой еду. По Хабале второй. Остановился все-таки. Достал аптечку. Нашел в аптечке маску. Одна у меня она. Одел масочку. Так, когда будут проезжать пылище, буду одевать. Ну, попробую. Посмотрю, насколько удобно, практично. Фу. Вот. Ну, некоторые притормаживают машины. Кто-то притормаживает. Кто-то несется.
Ну, притормозили, понятно, пыли прям практически нет. А некоторые прям давай. Спешат куда-то в воскресный день. Куда в воскресенье можно спешить? Вот так. Ну да. Озерца. Животные. И жара сегодня. Лето, якутское лето. Так. Харбала 2 заканчивается. Все, вон знак. Отлично. Все, поехали. Еще каких пара деревень будет? Или одна? Не знаю, что карту не посмотрел внимательно. А там сейчас связи не будет. Ну, связь в поселках только. Ладно. Где-то километров 60 у меня. Ну вот, машин нет, красота. Пыли нет. Выбирай, где ехать. Хочешь посередине, хочешь с краю. Но здесь вот поменьше всяких кочек, неровностей. Дорога так более-менее. Ну вот 10 спокойно еду на моем тяжелом груженом. Десяточка — это прям хороший результат, я считаю. Ну вот сейчас будем немножко дышать пылью, но через маску. А маска должна всю эту пыль задержать. Да. Болотца. Ну, долго стоит пыль. Не оседает долго. О, перекресток какой-то прям. 200 километров. 2 дня 200. Да, хороший темп пока. Ну вот, речка Кымыс. Кымыс. 8 километров я проехал. Старый мостик. А тут новый. Мы потихоньку едем. Жарко. Временами туча слепней налетает. Потом пропадают куда-то. Вот так. Тут лесок небольшой березовый. Ну а здесь болотце очередное. Заводь какая-то. Да, дорожка так себе. Щебенка пошла. Капитальный ремонт автомобильной дороги Колыма-Якутск-Магадан на участке со 197 по нулевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 участков. 31 июля в 26 году. Ой. Ну да, знаки вон есть. Ремонт дорог. Так, 206 километров. Да, не быстро я еду. Ну, а куда тут спешить по таким дорогам? Абсолютно некуда. Так. Ну, гребеночки. Ай-яй-яй, стиральные доски эти. Угу. Ну, сейчас доедем, почитаем, что там написано. Ну вот. Так это выглядит. Та-та-та. Ну. Да, на ветру играют. Красиво переливается все. Так, ну а здесь. Давай вот тут мы
Ага, памятник какой-то. Пойдем доедем. Вау. Так, ну-ка не гони. Разогнался под 15. Куда? 10 у меня средняя скорость здесь. Прям так нормально идешь. Десяточка. Кстати, так, берегите лес от пожаров. Туалеты. А здесь у нас все из коняшек так сложено. Ворота. Ну давай, привстанем. Постоим. Вот здесь. Угу. Так. Пошли смотреть, что тут есть. Фух. Так. Ленточки. Угу. Ага, флаги он. Да. Тут у них подношение, приношение. Не знаю, что. Духом местным. Орлы он парят. Класс. Ну, вот так вот. Скамеечки посидеть. Вон там тоже какая-то площадочка. Сейчас дойду, посмотрю. Но это все районы, я так понимаю, тоже у них. Или поселения. Сейчас посмотрим. Уолба. Тата. О, Тата. Вон гербы. Ну так. Клумбы что-то вот без цветов. Не все цветы, видно, выживают или сажать некому. Ну тут вон хоть какие-то растут. Что это? Конопля? Так. Пожалуйста, вон стол накрыт. О, суслик. Или не суслик, как ты? Видите, на краю сидит. Зверушка. Полосатый. Кто ты? Бурундук? Кто это? Угу. Ну ладно. Тут хозяин, похоже. Ну вот, тут сквозь забор прошел. Тут лесенка. Так. Оп. Ага. Ну да, вот водичка. Якутская вода. О, что-то я подустал. Надо умыться тоже. Маленько. Можно. Так, вам тут... Ай-яй-яй. Да, подходит так себе. Ой, теплая. А какое еще быть? Конечно, теплая. Вот так она утекает. Оттуда течет. Угу. Ну хорошо здесь. Так. Пошли наверх. Ну вот вид с мостка. Памятничек. Ну тоже люди подъезжают, тоже смотрят. Ну да, течение есть. Течет такая буроватая вода. Хорошо. Вон место под шашлыки, дрова есть. Мангал есть. Там вот побольше дрова есть. Для гигантских шашлыков. Ой. Что-то разруха какая-то.
Ну так, в общем-то, нормально. Вот, приезжай. Ну, забор сложенный, разобранный. Место посидеть. С водой только у них проблема. Что-то с водой прям никак. Ну. С этой стороны его написано Чурапчи. Ну, это как разделение районов, что ли, у них. На границе районов, поселений. Хорошо. Так. Что, погнали дальше на трассу. И вперед. Да, проехал-то 12 километров аж. А где варежка моя? Вот сегодня я второй раз теряю перчаточку. Надо найти. Нашел перчатку. Там, где на мостике стоял, на речку смотрел. На мостике осталось. Выпало. Ну, подобрал. Одел. Все. Сейчас на машине тоже мужик подъехал. Говорит, что, откуда, куда? Как? Ну, водичкой побаловал. И там было. Перелил мне литр, наверное, воды. Я говорю, что с водой? Да нет воды. Я говорю, ну давай. Раз не жалко. Вот. Говорит, сельские игры у них тут. Республиканские. Заезжай, как посмотри. Я только не помню. На том стадионе, наверное, вот где, в Чурапче. Они с Хандыги. Хандыга. Да. Ну что, вот оно. Пылище ждет. Погнали. Пыль. Да, такое якутское занятие национальное. Езда в пыль. Вот такие поселочки встречаются. Вахтовый поселок. Сельдорстрой. Ну, значит, все-таки что-то по дорогам. Какие-то подвижки будут. Будет строиться. Вот какие строения тут у них тоже. Там он заезд. Юрта какая-то ихняя. Лошадки он пасутся. Вон они всякие. Белые, серые. А вот раздолье. Река Куталах. Куталах. Вон там опять лошадки. Цвета такие насыщенные, классно, синие, зеленые. А впереди белый большегруз. Сейчас искупаемся в облаке пыли. Так, дай-ка я его тут пропущу. Подожду. Ой, около указателя. Куталах. Ну, вот так вот выглядит это. Еду. Так, перейду-ка я на эту сторону. Нет, давайте вам покажу, как это все в пыли выглядит, когда не успел перейти. Да, надышался сегодня пыльки. А время только 20 минут второго. А еще ехать и ехать. Вот красавчик, молодец, притормозил. Прям умница. Все. Никакой тебе пыли. Вот все бы так. А то лихачи тут прям гоняют. А это я подъехал в селение Кый-ы. Кый-ы. Ну, сейчас за этим вот лесочком оно. Ну, вот так выглядят большие машины. О, сбавляет скорость, молодец.
Да. Это он сбавил. А то порой вообще ничего не видно. Так. Нас ждут неровности. Угу. Понятно. Вон и указатель К-И. Так. Давай-ка вот тут, наверное, проедем. Да, с дорожкой что-то вон случилось. Провалилась маленько. Угу. Латать привезли. Ну, сделают когда-нибудь. Сегодня воскресенье, некому делать. Фу. Кый-И. Вот оно. Ага. А тут что, заправка, что ли? Подъехал куда-то. Тормоза что-то опять у меня поскрипывают передние. Чистить надо. Ужас. Это я в Таарахе. Доехали до Таараха. Вау. Фу. Ну-ка дойду, спрошу. Что тут с водичкой у них? Ну да. Трубы какие-то вон тянутся. Дрова рубятся. О, здравствуйте. О, я узнать, водичка есть у вас? Питьевая. Наберете мне? О, что-то еду. С водой проблемы. Да, нет, туда. Пока иду севера. О, жара стоит, ладно. Хватит. Ну, давайте две, пусть будет. Ну. О! Приличие, блин. Сколько мне до этого? 40? Пойдет. Спасибо. Так. Да. Тут памятник какой-то. Сейчас посмотрим. Ну а здесь? Они живут? Пока разговаривал с молодым человеком. Я говорю, откуда вода-то? Он говорит, да с этого, с ледника. У них тут озеро. Зимой лед запасают. Дома ледник. Лед привозят, и вот он тает, они пьют. Так у них другой воды нет. Интересно. Запасают зимой, пьют летом, весной. Да. Еще 42 километра. До Этекюэля. Вон птичка. Улетела. Перебегал через дорогу. Думал, успею заснять. Нет, улетела. Да. Потихонечку продвигаемся. 30-очка есть. 30 километров 4 часа. Ну, с остановками. С разговорами. Ну, в общем, 9 километров, 9,5 средняя.
Продвигаемся потихоньку. И это радует. Ну да, с выбором, где ехать, выбор огромен, но везде не очень хорошо. Больше потрясывает, меньше. Да, на узких покрышках тут я не знаю как. Вообще, наверное, жестковато. А вот на широких пойдет. Можно. Но третий день тоже такой нелегкий. Все что-то сегодня медленно. Все не спеша. Ну, да. Адаптация. Акклиматизация. В общем, еще, я думаю, дня 4 будет нормально. Ну, сегодня, наверное, такой. Вчера день тяжеловатый был. Сегодня, ну, еще завтра, наверное. И будет уже полегче. И катить. И настроение другое. Но, да, цивилизация будет меньше, медведей будет больше. Воды должно быть побольше. Ну, пока да, вот здесь прям, да, в Хандаге у них проблема прям какая-то с водой. С питьевой. А так вон ее. Сколько хочешь. Чайки плавают. Да, трясет. Ну и машинки еще ездят, да, в обе стороны. Хотя и воскресный день. Ну вот такая-то дорога. Так, протрем. Вот так она. Вот. Кочечки, кочечки, кочечки. Ну и вот вся, да, вот. Ну а рядом вот щебень. Более-менее. Зато красотища. Красота. Ляпота. Вот, даже пересечение сейчас будет еще с одной дорогой. Вообще. Цивилизация, можно сказать. Фу. Да, мы продолжаем двигаться. Слева едет молодой человек на мопеде, на мотоцикле, на чем он там рассекает. Прикольно. Ну. Ну, а вон тут, да, вон какое-то строение. Хуторок, что ли. Что-то такое. Ага. Ну ладно, едем. Поселок Черкех. Как он у них называется по-ихнему? Очередное стадо. Ну, вон и машинки есть. Да, шумновато. Ага. Ну, везде у них эти столбы врыты. О, даже обгоны делают у них здесь. Вообще пробки. Угу. Ну, как-то вот так и едем.
О, какая амфибия. Вездеход. Ну, а тут коняшки. И с этой стороны. И едешь так, едешь, все. Частный сектор тут хоба. Трехэтажная зданица. Ну там тоже клуб, школа, что это такое? Вон. Тоже трехэтажная. А это беленькая. Ну так симпатично. Молодцы. Вот. И вот. Ага. Ладно. А тут что-то все возят для дорог, я так понимаю, что-то подвозят, какие-то ремонты мелкие. Ну, молодцы, пусть возят. Ехать, потому что тяжко. Жарко-жарко. Решил померить температуру. Часы включил. 33. Ну, это на солнце вот. Рука на солнце все время, да? 33 градуса. Жарко, да. Ну, издалека дорога хороша. Подъезжаешь. Вот так себе. Еду и периодически попадаются вот такие вот избушки. Интересно, что это? Тут что, не подберешься к ним? Нифига. Ну давай попробуем. А велосипед вон там оставил. Думаю, дойду. Посмотрю, что здесь. Главное, чтобы живности не было. Ну да, вот тут что-то течет. Блин, со всех сторон неохота в грязь лезть. Да. Японцы с этой грязью. Оп. Ну давай, посмотрим, что это такое. Ага. Ну вот. Тут люк. Ага, здоровая фигня. Вот. Так это выглядит. Там непонятно что. Ну, вот такая штука. Фу. Да. О. Пошли обратно. Ну да. То ли связь какая-то была, то ли еще что. Ну, тут болотце. Южная Наммара. Речка, речка. Буксуем. Ну вот. Речуха. Старый мост был. Так, там больше груз идет, надо сматываться отсюда. Фух. Да. Такие. Огромные ходят. Ну. А мы потихонечку, маленькими шагами. Еду. А здесь, оказывается,
Памятник птичкам, зверушкам, всяким опаяким. Ну, вот они тут все. Орлы, цапли, совы, утки. Кто там еще у нас? Еще какие-то. Да. Вот так сидят. А тут мост. Не мост, дорогу улучшают. Чуть-чуть залили там бетоном каким-то дорожным. Вот. Птички, птички, хорошо. Это вся живность, наверное, которая тут обитает. Ой, и муха есть еще. Или слепень здоровая. Ладно. Поднимаешься в горочку такую маленькую. На пригорах, скажем. А тут вот тебе. Доблестный якут на коне. Весь в пыли. Ну, давай посмотрим, что это такое. Вот так вот. Вон оттуда едешь, так едешь. Хоп. И к нему приехал. Флаг колышется. Что-то написано, но не по-русски. Ага. Вон какие-то надписи. О, так. А здесь вот недалеко от памятника, вот через эту лужицу проходишь. Скамеечка, беседка. Все огорожено. Еще вон несколько скамеечек. Скульптурная композиция по одноименному произведению Ойунского. 2003 год. Бронза, гранит, автор скульптор Сивцев. Ну вот, пойдем посмотрим, что за композиция. Ну, Зверолов. Кто это у нас? Пастух. Вот так. Ага, он рыбка прилипла к нему. Рыбеха. Вот еще одна. Которую он где-то в воде по пояс или уже отловил. Короче, вот такая скульптура. Да, ну и вид. Виды, конечно, да, красиво здесь. Красота. Вот так. Сейчас там проехал репрессированным. Обелиск такой был. С 20 по 53 год. 1300 человек вот в этом районе репрессировано из 20 тысяч жителей. Ну и здесь он тоже какой-то похоже. Небольшой такой мемориал. Или что там. Но я не буду подъезжать. Туда не поеду. Вроде недалеко, но заезд он оттуда, в общем, не в этот раз. Проехал 43. Да, не быстро сегодня. Движемся. Но движемся пока, это хорошо. Вот, еду по трассе, смотрю, стоит типа часовеньки, да. Думаю, дай заеду. Ну, тут недалеко, метров 500. Вел поставил он под березку. Ну, а тут как раз Анатолий. Вот сейчас он расскажет, что у нас. Пойдемте дойдем пока по пути. Вот. Расскажите заодно, что это. Ну вот, значит, наш район — это родина основоположников якутской литературы. Поэтому вот по пути то, что вы видели, там... Ну, там богатырь, да? Богатырь, это вот... Это герой нашего устного эпоса народного. Нюргун Батур Стремительный. Вот
этот эпос включен в этот список нематериальных духовных ценностей человечества ЮНЕСКО. Мгм. Вот, благодаря вот в основном даже и Сорону Моллану, который здесь захоронен. Вот. Ну, написал-то этот эпос наш Платон Алексеевич Аюнский, самый главный наш основоположник советской литературы, скажем так, да? Ага. Вот. И Сорон Моллан способствовал, ну, как бы, и продвижению этого эпоса. Он также перевел на якутский язык Евангелие. Мгм. Самый главный духовный лидер современности был он. А когда умер? И тут, Написано сейчас будет, да? да, недавно, вот, точно не помню. Ясно. Вот, поэтому для него вот поставили часовню. Во, как открываются. Смотрите, как это все вот так вот выдвигается. Ага, Заходим. пойдемте. Вот мы сейчас только что заходили. Опа. Так, давайте сейчас я сниму. Как это все выглядит. Такая часовенька. Сорон Омоло. Вон. Вот в ночном режиме. Ну вот, Сивцев Дмитрий Канонович. Вот так. Вот тут рядышком дошел, а местные товарищи говорят, что вот это Эдельвейс растет. Вон его тут. Заросли. Дикие места, что хочу сказать. Растет все, что хочешь. Все растет. Никому ничего не надо. Ну все, перерыв окончен. Ну так, с памятниками теперь понятно. Тот богатырь на коне, это народный герой, так сказать, у них. Дальше. Мальчик там, который был, это мальчик, рыболов, идет в школу. Тяга к знаниям символизирует. К ногам у него там приморожены рыбы. Это он, чтобы вот не умереть с голоду, ловил рыбу, к себе прикладывал, она промерзала, и он шел и ей потом питался. Ну, как-то вот так. Вот такие. Это были скульптуры. Ну, а мы в небольшую горочку едем. Да, еще километров 18 осталось мне. Ну, я чувствую, прям к вечеру подъеду совсем. Сегодня неторопливый день. Да, это все-таки захоронение. И это вот захоронение первому народному заслуженному артисту, режиссер Республики Саха Пантелеймон Иннокентьевич Васильев. Вот здесь захоронен. Ну или, по крайней мере, памятник тут ему. Ну да, вот эти вот мешки со смесью привозят, вот так высыпают их сюда. Вон машина разравнивает, водой заливает, и все, и оно цементирует. Цемент, я так понимаю, дорожный какой-то. Вот таких вот брикетах, в мешках огромных. Ну вот и будет крепкая дорога. Ну да. Это что, цемент? Привет. И насколько его хватит? На лето? Наверное, если хватит. Ага. Фу. Ну откуда? Да. Еду с Нижнего, с Якутска. Туда? Ну туда. Куда пойдет. До Хандаги бы хотелось сначала переправиться на пароме, а там видно будет. Турист? Ага. Я турист. Вот. Да. Трасса, конечно, так себе. Фу. Ладненько. Пойду дальше. Удачи вам, ага, спасибо. Ну да.
Вот я его уже вижу сегодня не первый раз. Вон. Сегодня у него такой день развозки, разравнивания. Похоже, что так. Ладненько. Так, я 50 проехал. Есть полтинник. 50 километров, а время 6. Ага, нормально. Ну-ка, что у меня со средней? Да, 9. 9,1 средняя скорость. 5,5 часов я еду. 49,86. Нормально. Ну вот, почва тает, мерзлота. Лед уходит, твердые породы остаются. Ну и получаются вот такие вот холмики. Там у нас озерцо вообще классно. Барабул, деревенька. Отличненько. Барабул. Ну, эта машина как раз пока я доезжаю до следующего, он все делает, уезжает. Так и едем с одной скоростью. Только он работает, а я еду. Коняшки бодались сейчас. Копытами били. Ну ладно, мы по песку. Тут песка вон, временами куча. Еще какая-то деревня. Что-то ехать подустал, иду. Так хорошо, вечерняя прохлада. Прям здорово. Ну, где-то уже недалеко осталось, наверное, километра 2 максимум. Ну, все лошадки, все тоже. Природа не меняется. Одни лошади, коров мало. Фух. Неплохо. Прокатились. Ну, тяжеловато, да, седло болит. С непривычки прям что-то дал я жару. Ну, сколько я? 63 проехал. Сейчас будет 63. 62,5. Ну вот где-то на 63-м должен быть Этекюэль. Да. О, что здесь у нас? Ну вот. Чайки. Лошадки, озерца вот эти вот растаявшие. Здесь тоже вот. Вот дорога. Ну, дорога, конечно, да. То щебень, то вот этот бетон заливной. Короче, так себе. Ну, ехать можно. А, вон домишки появились. Вон уже дома, видать. Ну, ладно, Этекюэль, наверное, будет конечная на сегодня станция. Сейчас дойду, посмотрю. Время без 15:08. Ужас. Вот это я сегодня дал жару. Так, ладно. Поехали, доезжаем. Этекюэль. Вот он. Отлично. Ну все, добрался я вот до Этекюэля. Там мужичок сидит. Ну вот. Тут несколько магазинчиков. Этекюэль. Там еще надо быть. Ба! Здорово. Блин, пылища. Так. Ну да, на каком-то этом буйволе. Дололох тук. Блин, язык сломаешь. Ну ладно. Давай посмотрим, где у них что есть. По ГИС-2 посмотрел. ГИС-2 мне выдал пару гостиниц у них тут. До 1,4, но это где-то там дальше, прям на выезде. Другой 2. Ну, позвонил, говорю, что? Они говорят, ну, вроде есть кое-какое место. 2000 рублей. Я думаю, ну, ладно. Можно и переночевать сегодня. Не все походная жизнь.
Вот. Говорю, что с велосипедом, куда, как? Говорит, ну не знаю, где-то там во дворе поставим. Короче, сейчас приедем, посмотрим, что там у них. Ну вот, домишки пошли. Во-первых, асфальт положили. Прям такой, вау, нормальный. Тут дома. Вон там ребята играют в футбол. Не, в волейбол играют. Молодцы. Здесь дома. Болотце какое-то. Вот. Ну, спортивная жизнь кипит. Молодежь играет. 2 на 2. Пляжка. У них прям турнир здесь. Да. Это Кёль. Вон там. Либо куча команд, либо болельщиков полно. И 9 или 10 смотрят. Нормально. Игрули. Так. Тут какие-то высказывания на их языке. Ну а мы едем. Куда мы едем? Сейчас будет поворот налево. Ого-го, гостиница. Ну да, поселок большой, или город это. Короче, мчимся. Ну, вот свернул. Вот с асфальта свернул. Ну, обычный... О, сейчас опять асфальт начнется. Здорово. Улица Пекарского. Ну да. Опачки. Аккуратно. Так. Кто-то меня обгоняет там, догоняет. Хорошо. Шульц едет. Отлично. Заселяюсь в гостиницу. Ну, там комната, ну, покажу потом, комната на 3 человек. Вот, 3 койко-места стоит. О, закрыто уже. Ну ладно. И там Мария подходит, спрашивает, кто, что, откуда, куда. Они с Титом тут по работе приехали. И вот, говорит, пойдемте с нами есть. Я, ну, пойдемте. Вот доехали обратно к этому памятнику. Вот, сейчас поедим и поговорим заодно. Ну, что-то по мегафону. В мегафоне работает где-то. Вот, доехал с ними на машине сюда. Хорошо. Ну все, в номер заселился, там велосипед поставил во дворе. Пока пусть стоит. Сейчас поедим, буду разбираться. Вот. Так, пока все.